труба идет, вот она. Вот эта труба, она... Какая они нижняя? Да, вот голая труба. А там предлагают, чтобы вода в озере, да, скапливалась? Там озеро есть. Она наполняется, и тогда только нас срабатывает. Вот. Ну вот. Так, а с поворота тогда она идет до Чайковского и оттуда это, да? Да. До Лермонтова уходит, да? Там своим попадает в свою систему вода. Вот, где-нибудь сколько не делали, да, вот из-за воды все крушится, все ломается. Да, Это поэтому вот надо хорошенько у нас делать. поэтому здесь сколько километров лотков? 1,5 километра. Тоже большие лотки, они довольно-таки, там уже в начале Чайковского, они уже у нас углублены. Там просчитано все, да? Да. Остается участок, Николай, сколько еще лотков надо установить на Ильнице? 700 метров. Еще установить 500 метров, да? 500. Вот остается еще 500 метров. Срок когда? Ну, до конца октября месяца тоже вот эти две улицы мы должны полностью завершить. Ну, у нас же иногда же бывает, что в середине октября слепки уже идут. Ну, поэтому мы сейчас все силы, конечно, и сюда и набрасываем. Ну, асфальт, ускоряться наверное, надо. положите, а там уже будете работа есть. другие работы. За это работают. Ну, зачастую в октябре там главные работы уже все завершены. Там только вот освещение создаем, и так далее, знаки Установить знаки. там. Асфальтирование все до конца сентября должно завершиться. Избиратели же у нас ругаются, когда вот снег кладут на асфальт. Нет, у нас по всем графикам асфальтирование все однозначно прекращается в конце сентября. Да, лучше так. Мы уже все останавливаем. Мы это уже прошли. Это тоже неблагоприятный будет, говорит, но опыт. Поэтому... Хотя вот что-то говорили, что там по новым снипам там что-то разрешают. Ну, до минус 5 сегодня, как бы, ну, по рекомендации Росавтодор есть, дворник такие существуют, но мы до этого... А непредвиденные, что вы имеете в виду? Замена грунта. Замена грунта тоже получается до мерзлоты, да? Да. В среднем 1,5 метра. Она, ну, как бы продавливается, да? Там жижа какая-то, да? А, глина, да? Ну, слабая очень, да? Ага, и вы прям кельдянский горный песок туда, да? Что песок, там все кельдянский песок. Ну, вот обычно так делают. Речной же он воду держит, да, и сверху кельдянский. Да. А там вы сказали кельдянский только что, да? Майковский. Без замены грунта там, товарищ. Условия БЗ-44 нам позволяет до 50%, то есть уже порядка там достаточно... То есть вы им доплачивать будете, да? Обязательно. За то, что они переделывают, да? Конечно. Ну а что вы тогда беспокоитесь, вам же доплатят? Так, деньги-то сейчас вышли для приобретения Ну вот материалов. говорят же, что, Алексей Михайлович говорит, что авансы увеличили до 30 до 50. Я не отрицаю, что аванс вы не получили. Получили, спасибо, Алексей Михайлович. А в абсолютных выражениях сколько получили вы? А? В абсолютных Нет, выражениях я деньгах не сколько? финансами не занимаюсь, поэтому я знаю, что 54, получили. 55. 55 миллионов. А всего сколько дорога стоит? 180. 180? 180. 180, да? Ну, по идее, неплохие книги-то, хорошие. Всего на текущий момент исполнительный 200. Авансирование у нас 54 миллиона, 55 миллионов. То есть и там 23 миллиона. А у нас задержек нет нигде там через департамент финансов все сроки, да? Республика нам дает деньги, федеральные деньги. Да? Бывают небольшие задержки. Вот сейчас у нас федеральные средства. Насколько бывает? Ну, сейчас у нас первые платежи, и в июле было запланировано федеральные 28 миллионов рублей. В пятницу мы отдали в УФК, нам возврат пришел, потому что, ну, пока информация такая, что с Минтранса не поступили офферы. Ну, сейчас финансисты разбираются, потому что мы вчера были и в Минтрансе, у первого зама совещались, и где-то нестыковка пошла информация. Ну, это первый платеж федеральный, поэтому всегда так бывает. Сейчас это разберемся, дальше уже будет. Мы с 2019 года по дорожно-уличной сети на переустройство коммуникаций, в том числе и были случаи, когда мы обнаружили сегодня даже есть бесхозные сети, но действующие. Мы их переустраивали порядка на 400 миллионов, да? 494. Ну, 500 миллионов 500. То есть вот 19, 20, 21 вот нынче порядка вот 600 миллионов рублей только на коммуникацию у нас уходит деньги по городу, потому что коммуникациями мы просто насыщены. Никуда без этого не делать. И когда проектируется
на топосъемках, там, на реальных документах исполнителей не отражаются некоторые значит, вот эти коммуникации, а в ходе работ мы уже потом их просто обнаружим. И сами ресурсники удивляются иногда, наносят на свои схемы и так далее, выдают нам дополнительные тех условия, с которыми нам приходится. А вот, Александр Михайлович, вот по вашим расчетам, вот, допустим, ну, вот улица Ильинская, она сколько простоит, вот если ее сделать нормально, по уму, с водоотведением, там, то есть, Она у нас под грифом капитального ремонта должна прослужить 10 лет без капитального ремонта. Минимальный срок на капремонт 8 лет. то есть, да, 8 лет без ремонта можете простоять, да? Ну, Простоять зависит должна. от Эксплуатация. смотря как будут эксплуатировать. То есть вовремя должны выбирать снег. Это именно тоже будет. Потому что, Эдуард Юрьевич, я вот говорил же тогда, что я в Сайсарске, да, на моей памяти раз 20 здесь сделали дорогу. Мы тоже знаем. Да. Это И такая постоянно вот она проблема, через год, через два ломается из-за того, что вода здесь все Но до этого был всегда ремонт. рушит, да. Не было. Да, и ну вот сколько я помню, да, ее постоянно делают. Такую хорошую дорогу прям делают, прямо вот вся асфальтированная. И прям через год, через два уже все, нет дороги. То она там начинается вот так вот, то там эти ямки, колдуны. Потому что был ремонт, а основная это слабая. То есть не меняли. Ну я знаю, ну вот поэтому я и спрашиваю. Поэтому То есть получается раньше они основания они делали не так капитально, как сейчас, да? То есть сейчас вот если вы обнаруживаете, да, вы сразу прям меняете все, вот эту глину, вот эту жижу, да, убираете и прям до вечной мерзлоты. Сейчас деньги позволяют это делать. Раньше такого не было, просто поверхностный, да? Правильно? Раньше же не было капитального ремонта, да? Нет, здесь капитальный ремонт был, но он не такой был. Хорошо. Ну, он как ремонт будет. Ну вот по-моему надо так делать, так же дешевле выходит. Правильно? Да. В итоге. И видите, вот почему Афанасий Светланович говорит, как смотря как будут опять же обслуживать. Но мы с ремонтом, с капитальным ремонтом создаем для эксплуатации все больше и больше работы. Поэтому у них тоже, естественно, должна повышаться лимитирование по обеспечению финансов на содержание. Вот сейчас, если вот километр с лишним мы новых лотков уложим, их же надо будет обязательно на следующий год уже эксплуатировать. И так по каждой улице, везде, где элементы добавляются, соответственно, Ну добавляется. да, чтобы лотки не забивались, вот эта вся вода, чтобы не выходила на дорогу, не ломала, ничего не крушила. Служба эксплуатации как СГХ и благоустроена, да? Да, которые, опять же, ограничены лимитами на обслуживание сегодня. Ну да, вот мы же как раз выезжали, и тут что тоже плачевная ситуация. Мне пришлось даже к Василию Сергеевичу обратиться с письмом, чтобы вот. Мы же делаем, мы строим же новые, строим, значит, этого не бывает же. Ну да, построили, надо оно само будет и ухаживать, чувствоваться. эксплуатировать, и все как бы, ну как по нормам должно быть, да, чтобы. Из-за этого потом и создаются, опять же, спорные Негодность, моменты у нас чтобы гарантийными. не Допустим, если улица недолжным образом эксплуатируется, то какие могут быть потом претензии к строителям, которые приходят через год-два там сломать? Но они тоже правы. Они говорят, ну, лоток не чистился, значит, здесь снег не убирался и так далее. И, естественно, они отказываются от этих гарантийных условий. А судебные прецеденты какие-то были, да? Конечно. Вы обязаны. Конечно. Вот очень много жалоб было по Дорису, что вот они как Но бы у нас это- по Дорису остаются на сегодняшний день неустраненных порядка 98 пунктов из я про это улиц, говорю, которые да. в 2019 году еще сделаны. Что, судиться будете? или Мы как? уже судимся с ними, да. Мы посчитали подали, да? сегодня неустойку, которая у них уже. Мы посчитали стоимость работ, которых необходимо переделать. Хотели, может быть, за счет бюджета городского сами сделать и им предъявить. У нас это порядка 9,8 миллиона рублей получилось. Но у нас пока денег этих тоже нет. Дорис не выходит. Они пропали, говорят, Они да? пропали. Да вы что? И что тогда делать? Ну, сейчас мы Не, ну продолжаем. они же в Чувашии, наверное, остались. Конечно. Не, ну мы Надо на юридический адрес, наверное, отправлять иски. Не, мы Суды обязательно же могут... в правовой форме мы дальше продолжаем заниматься. На иски подали сейчас их на все-таки на устранение. Если, значит, мы сами сегодня хотели, я Евгению Николаевичу, в общем-то, докладывал тоже о том, что мы считаем, и хотелось бы быстрее, чтобы это сделать действительно со свой счет, а потом предъявить Ну да. эту сумму. Но у нас, Чтобы к сожалению, горожане не страдали, да? Но у нас сегодня нет этих средств, чтобы объявить, чтобы выполнить и потом предъявить. Если эти средства бы были, мы бы еще успели бы в этом году даже сделать. А не подскажите, вот ограничение тоннажа для эксплуатации дорог, вот взять объездная. Нет, ну вот смотрите, вот висит, значит, видите, да, вот, смотрите, вот наверх, да, что
Поэтому здесь, конечно, работа, во-первых, ГИБДД должна быть, но у них, конечно, на все руки не доходят, да. Вот поэтому я думаю, что самое действенное, на мой взгляд, да, так как патрули невозможно поставить, надо установить видеокамеры. Чтобы сохранить наши дороги, надо вот это обязательно соблюдать. Хотел узнать, на какую грузоподъемность делают проспект Ленина, вот эти вот дороги. То есть, получается, не в общей массе, то есть осевая нагрузка есть. Да. У нас, получается, с Министерством транспорта ограничение на 9 тонн на ось, на одну ось. То есть, если трехосная тележка, это будет 27 тонн. Если будет анархия, то надо просто умножать на тонну на ось. То есть, с этого года Министерство транспорта и Управление дорог республики поставили пункты весового контроля на Мостовке и, насколько я знаю, там, да. То есть, они ограничивают общую массу груза. То есть, ведется работа ограничения. Не, я просто такая масса машин в Якутске легковых. Не, Вся Легковые-то ладно, там тысячу пусть проедут, там миллион. Грузовые, вот беда же с ними, да. Они же ломают, по сути, вместе с водой. Если перевести на русский, что получается? 9 тонн на ось, ну, сколько дорога выдержит? С водой еще как-то можно решить, да. А вот с нагрузкой, конечно, это, да, это нам надо беречь наши дороги. Потому что вот Алексей Михайлович правильно говорит, что подрядчики, вот они тоже как бы, ну, с одной стороны, тоже правы в том плане, что они не могут же нести ответственность за то, что там за дорогой не ухаживают, да, допустим, там техническое состояние не смотрят, не убирают ее, да, те же лотки, да, чтобы вода не застаивалась, чтобы она не выходила, не ломала дороги, допустим, чтобы там грузовые машины там тяжелые не ездили.